Здравствуйте, братья и сестры! Христос воскресе! Рад вас приветствовать на проекте просветительского центра Сретенского монастыря «Говорим». Сегодня мы говорим о церковнославянском языке. Церковнославянский язык – это язык литургический Русской Православной Церкви, богослужебный, основа русского литературного языка. И, несомненно, в наше время эта тема является пререкаемой. Многие сетуют на трудность церковнославянского, из-за чего люди не понимают часто богослужения. Некоторые желают перевода богослужения, некоторые его делают, перевода на русский язык. И некоторые утверждают, что этот язык сакральный, ничего там менять нельзя. В общем, очень много разных мнений. Давайте сегодня разберемся, как адаптировать для современного человека церковнославянский язык. Можно ли это делать, нужно ли это делать, имеет ли он действительно какую-то сакральность, нужен ли он нам или это богослужебный атовизм Русской Православной Церкви. Об этом и о многом другом мы поговорим с Ларисой Ивановной Маршевой, профессором, доктором филологических наук, заведующей кафедрой древних и новых языков Сретенской духовной академии. Лариса Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Христос воскресе! Воистину воскресе! Давайте, наверное, начнем с истоков. Что сделали Кирилл и Мефодий с филологической, лингвистической точки зрения? Что такое церковнославянский язык? Правду ли говорят, что это церковное эсперанто для славянских народов того времени, что якобы все славяне этот язык тогда могли понимать? Чем отличается церковнославянский от старославянского? Что создают Кирилл и Мефодий? Кириллицу или глаголицу? Вот если можно об этом. Спасибо за вопрос, спасибо за приглашение к этому разговору. Конечно, те вопросы, которые вы озвучили сейчас, это вопросы чрезвычайно многомерные, и они, к сожалению, не нашли пока однозначного ответа в науке. Тем не менее, конечно, какие-то сложившиеся мнения, какие-то сложившиеся концепции существуют. Итак, в 863 году, то есть в этом году мы отмечаем юбилей, пусть такой маленький, не очень круглый юбилей создания славянской письменности и культуры. В 863 году святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создают так называемый старославянский язык. И, конечно же, с определенной долей оговорок его можно назвать церковным эсперанто того времени. Это был первый общеславянский книжно-письменный литературный язык, который имел своей целью, и этой цели достиг, объединить всех славян-христиан. И этот язык имел наддиалектный характер, то есть он был приспособлен изначально под книжно-письменные нужды действительно всех славян, вне зависимости от тогдашнего разделения их на наречия. Конечно же, прежде всего он создавался для моравлян, для жителей Великой Моравии. Это юго-запад Славии, но он стал консолидирующим, объединяющим все славянские земли, всех славян. И в силу близости, структурной близости к имеющимся тогда устно-разговорным языкам, он триумфально шагнул по всем славянским землям. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это язык исключительно книжно-письменный. На нем никто никогда не говорил. И вот триумфально шагнув по всем славянским землям, на каждой из них это объективный совершенно процесс, оброс очень дозированно, очень корректно конкретными локальными местными чертами. И постепенно, довольно быстро сложилось 4 извода идеального старославянского языка. Эти изводы в разной степени отошли от идеальной системы старославянского языка и в разной степени приблизились к устно-разговорному славянскому языку той или иной славянской земли. 4 извода: чешско-моравский, болгарский, сербский и восточнославянский или русский. Это и называется церковнославянским языком. Письменная история, ну и как, впрочем, история вообще,
церковнославянского языка отсчитывается с конца X века. С тех пор церковнославянский язык, несмотря на драматичные, очень непростые перипетии своего развития, живет, существует и развивается. И этим церковнославянским языком, безусловно, видоизменяемым, безусловно, подвергаемым книжным справам, мы пользуемся до сих пор. Так, а есть ли все-таки разница между старославянским и церковнославянским, или это синонимы? Ну, на самом деле, здесь действительно есть разные терминологические точки зрения. В принципе, большой беды, большой ошибки не будет, как бы называть то, что создали Кирилл и Мефодий, святые равноапостольные братья, церковнославянским языком, потому что они создавали прежде всего богослужебный язык, который является переводом греческих богослужебных книг. Тем не менее, общепринятым, общепризнанным термином, который широко использовался даже в советское время, стал именно термин «старославянский язык». Церковнославянский язык, я еще раз повторяю, он возник попозже, и он, безусловно, является локальным, территориальным изводом старославянского языка. И если старославянский язык по существующим языковым классификациям считается мертвым, поскольку на нем никто никогда не говорил, более того, на нем не написано уже ни одного текста с конца X века, то церковнославянский язык, он, безусловно, живой, поскольку он существует вот и сейчас, и мы им пользуемся в церкви. Так, а кириллица и глаголица. Вот я был в Риме, в храме, в котором мощи святителя Мефодия, и там плита с надписью на глаголице. Я ничего не понял, честно говоря. Ну, это нормально, да. Что ничего не понятно. На самом деле, действительно, это тоже большая проблема и даже некая драма славянской письменности, особенно на начальном этапе ее существования. Дело в том, что сложилось так. От Кирилла и Мефодия, от середины IX века до нас, к сожалению, не дошло ни одного памятника письменности. Иными словами, Кирилло-Мефодиевское наследие утрачено. То, что мы называем памятниками старославянского языка, их приблизительно 20. Они, безусловно, все имеют богослужебный характер. Они являются более поздними редакциями того, что было переведено, создано святыми братьями Кириллом и Мефодием и их ближайшими соратниками. И эти первые памятники старославянские написаны двумя азбуками. Либо глаголицей, либо кириллицей. И нигде нет ни одного указания на то, какая азбука была создана непосредственно Кириллом, была ли создана им же вторая азбука, где, зачем, когда, почему была создана эта самая вторая азбука. А главный вопрос, конечно, существенный вопрос, вообще была ли письменность у славян хотя бы какая-то до Кирилла и Мефодия, то есть до середины IX века. Существуют разные точки зрения, основных точек зрения 4, я не буду их излагать, но общепринятой является следующая точка зрения, что первой все-таки была создана глаголица. Глаголица очень витиеватая, очень красивая и действительно совершенно для нас непонятная. Ученые полагают, что это так называемая символическая азбука. Не случайно первая буква глаголического алфавита имеет форму креста. Такой, конечно, первой буквы нет ни в одном алфавите другого мира. Но довольно быстро создатели глаголицы понимают, что это слишком сложная для использования, для функционирования азбука, и они создают кириллицу.
Считается, что глаголицу создал Кирилл, а кириллицу создал кто-то уже из учеников святых равноапостольных братьев, и назвали эту азбуку в память о первоучителе Кирилле. Как была создана кириллица? Кириллица – это стопроцентно, бесспорно, так называемая историческая азбука, которая была создана на основе другого алфавита. Какого? Конечно же, греческого. В греческом алфавите середины IX века было 24 буквы. Все они, без исключения, были взяты в кириллицу в стилизованном виде. Если мы сравним греческие буквы и кириллические буквы, мы увидим совершенно очевидное сходство. Альфа греческая, наша буква АЗ. Каппа греческая, наша кириллическая буква КАКО. Ну и так далее, и так далее, и так далее. 24 буквы мы взяли у греков, а 19 было придумано, создано намеренно, специально, поскольку у греков таких букв не было. Почему? Не было таких звуков у греков, которые были у славян. Например, на тот момент у греков не было звука «б», поэтому была создана буква «буки», не было знаменитой буквы «ять», поэтому мы ее создали, ну, точнее, наши далекие предки ее создали. Вот как-то так. Эти две азбуки, я еще раз повторяю, согласно общепринятой точке зрения, конечно, есть тоже тут разные мнения, до Древней Руси глаголица уже не дошла. На Древнюю Русь пришла уже только кириллица, и мы ею пользуемся до сих пор, как и некоторые другие страны мира. Конечно, не так много, как, может быть, даже хотелось, но все равно кириллица – это живой, развивающийся, ну, алфавит, скажем так. И он тоже со временем претерпел свои изменения. Там еще, по-моему, еврейская буква «шин». Шин, да, шин. Дело в том, что, конечно же, у греков не было шипящих и не было «ц». И вот считается, что все буквы шипящих и букву «ц», она так называлась, мы взяли в еврейском алфавите, да. А как звучала у древних греков буква «бета»? Бета – «в». Есть... «В» и называлась «вита». Не случайно у нас алфавит по первым двум буквам. С одной стороны алфавит, с другой стороны азбука, потому что азбуки, да. Интересно. Да. А готская азбука, о которой говорят, что якобы на Руси она была, и даже были примеры перевода евангельского на готскую азбуку. Ну, это вопрос весьма спорный, просто очень спорный, поскольку готский язык – это язык исключительно мертвый, это опять-таки вот согласно научным классификациям. И некоторые ученые, некоторые исследователи полагают, что то, что называется, ну, скажем так, готскими памятниками письменности, это памятники подложные, подделки более позднего времени. Вот как-то так. Да. Хорошо, пойдем немножко дальше по хронологии. Вот Геннадьевская Библия, допустим, 1499 год. Это кириллица русского извода. Ну, Геннадьевская Библия 1499 года – это, конечно, рукописный кириллический памятник. Это первый полный свод библейских книг на Руси. До этого библейские книги на Руси, безусловно, были, но они были все разрознены. И архиепископ Геннадий Новгородский вместе со своими соратниками собрал по всем приходским храмам и монастырям Руси все библейские книги. Но так получилось, что некоторых библейских книг не было обнаружено, и они были непосредственно переведены уже на церковнославянский язык на Руси.
А как происходит отделение русского литературного языка, более-менее близкого к нам, от церковнославянского? Мы обычно даем отсылку на Пушкина, но все-таки Пушкин не первый начал писать на русском, в нашем понимании, языке. Державин, допустим, Жуковский, это уже русский язык полноценный. Да, конечно, абсолютно верно. Здесь надо сказать следующее. И старославянский язык, и церковнославянский язык, будучи потомком, продолжением старославянского языка, я об этом сказала, были языками литературными. То есть они обслуживали все важнейшие социальные, культурные и, конечно же, религиозные потребности славян, в том числе восточных славян. И церковнославянский язык с конца X века до начала нового времени, до начала XVIII века, то есть до петровских реформ, выполнял роль полноценного литературного языка. Он был, конечно, прежде всего языком богослужения, но он был языком великой древнерусской художественной литературы, был языком деловой письменности, безусловно, был языком переводов, которые осуществлялись уже с греческого языка непосредственно на Руси, то есть обладал всеми функциями основными литературного языка. Но грянуло новое время, грянули петровские реформы, которые, если выражаться современным языком, но оно так и было, были направлены на интеграцию России в западноевропейский мир. И, в общем-то, Петр I своей волей, так считается, решил, что литературным языком более не может быть язык церковнославянский, язык церкви, им должен стать устно-разговорный русский язык. И эту его волю такую политическую обосновал в российской грамматике Михаил Васильевич Ломоносов. Российская грамматика, первая полноценная грамматика уже русского русского языка, была создана в 1755 году. А грамматика Милетия Смотрицкого? Еще раньше, конечно. Но это же русский язык? Нет. Грамматика Милетия Смотрицкого – это грамматика церковно-славянского языка. Здесь я тоже тогда должна уточнить, это обязательно нужно сделать. Я уже говорила сегодня о том, что церковнославянский язык – это язык книжно-письменный. На нем никто и никогда не говорил. Но ведь на чем-то говорили? Говорили, конечно же. То есть наш русский язык с конца X века вплоть до наших дней развивается в добром соседстве двух мощнейших стихий. Книжно-письменный – это церковнославянский язык, и устно-разговорный. Грамматика Милетия Смотрицкого, которая пережила большое число переизданий, это грамматика церковнославянского языка. А вот российская грамматика Михаила Васильевича Ломоносова – это грамматика русского языка. Но очень интересно, что Михаил Васильевич Ломоносов, будучи гениальным ученым, энциклопедистом, он прекрасно понимал, что русский язык, он совершенно непредставим без церковнославянизмов. Поэтому вдогонку российской грамматики он написал рассуждение о пользе книг церковных в русском языке. И в этом рассуждении, предисловие о пользе книг церковных в русском языке, и в нем он говорит о трех штилях – высоком, среднем и низком. Это, конечно, не его теория, это теория еще аристотелевская, античная, тем не менее. И именно вот в высокий стиль он относит церковнославянизмы, без которых, я еще раз повторяю, немыслим церковнославянский язык. И дальше русский язык развивается, и вот величайшая заслуга Александра Сергеевича Пушкина состоит в том, что он оформил
русский литературный язык. Он является, по праву является создателем русского литературного языка. Хотя до этого действительно уже набирает силу русский литературный язык. И набирает он силу прежде всего за счет того, что в нем есть мощнейший фонд церковнославянизмов. Так, а язык преподобного Паисия Величковского, его крины сельные, это язык, насколько я могу понять, разговорный язык того времени, или это уже литературный язык, определенный извод русского языка? Ну, у нас, опять-таки, на самом деле здесь разговоры, темы очень серьезные, потому что существуют тут разные взгляды на природу русского литературного языка, на то, что в нем в результате все-таки преобладает. Некоторые даже говорят в определенный момент, как раз в эпоху Паисия Величковского, о том, что мы имеем дело с гибридным русским языком и с гибридным церковнославянским языком. Ну, пожалуй, отчасти с этим можно согласиться. Плюс малороссийский диалект еще там, да, наверное? Это очень важно, потому что, конечно, мы должны признать таковы исторические обстоятельства. Безусловно, малорусский, украинский диалект, украинское наречие на русский литературный язык, на церковнославянскую письменность повлияли, конечно, значительно, да. То есть, действительно, если вот так подытожить, был в истории русского языка момент вот такой вот, момент 18 века, когда русский язык, вот он находился в очень динамичном состоянии, он бурлил. Мы еще не должны забывать, что в русский язык входило огромное количество иноязычных заимствований. И вот такая мощная бурлящая перестройка, она закончилась, завершилась в творчестве Александра Сергеевича Пушкина, когда язык приобрел такую устоявшуюся систему и оформился, я еще раз повторяю, русский литературный язык. Но это, конечно, не значит, что со времен Александра Сергеевича Пушкина он не развивался. Он, конечно, развивался и развивается на наших глазах тоже. Давайте поговорим о символизме и о сакральности, если можно употреблять вообще это слово по отношению к церковнославянскому языку, церковнославянского языка. А вот в творчестве некоторых церковных писателей, даже и святых, например, у преподобного Варсонофия Оптинского это встречал, есть попытки дать символическое обоснование тех или иных букв церковнославянского алфавита, что якобы вот такое-то начертание означает такой-то духовный смысл. Это, ну, скажем так, такое личное благочестивое творчество того или иного церковного писателя, или действительно есть повод говорить о какой-то модели, заложенной в эту азбуку? На самом деле сакральность церковнославянского языка нельзя ни преуменьшать и ни в коем случае преувеличивать. Разумеется, церковнославянский язык – это язык высоких, богословских, божественных истин. И здесь, конечно, возникает вопрос очень острый, вопрос многие века актуальный, уступает ли в этом церковнославянский язык русскому языку. То, что на русском языке можно передать высокие божественные, богослужебные, богословские истины, это безусловно. Запрета на это нет. Но церковнославянский язык приспособлен для этого лучше, поскольку, собственно говоря, для этого он через посредство старославянского языка и был создан. Сам по себе язык, как структура, как система, любой, и церковнославянский язык не исключение, сакральным не является. Является сакральным содержание, которое излагается на этом языке. Хотя концепция сакральности церковнославянского языка, она имеет место, она имеет свои и слабые, и, конечно же, сильные стороны. Но я еще раз повторяю, что, конечно, преувеличивать и преуменьшать это нельзя.
Ни в коем, и не надо. Поскольку действительно сакрализация церковнославянского языка, как и любого другого феномена, закономерно приводит к тому, что получается, что в церковнославянский язык нельзя вносить никаких изменений, и это противоречит самой логике развития церковнославянского языка, поскольку церковнославянский язык, богослужебный язык, подвергался в разное время в разных славянских землях, в том числе и на Руси, многочисленным книжным справам. Другое дело, там, результаты этих книжных справ, но тем не менее. Поэтому, конечно, сакрализация церковнославянского языка – это дело такое специфичное, и доводить до крайности его нельзя. То есть мы не можем сказать, что это святой язык. У нас нет понятия святого языка, да? Но, наверное, можно сказать, что это язык, освященный тысячелетним употреблением в русской традиции. Вот как-то так, да? Ну, конечно, вторая формулировка, она более подходящая. Это, конечно, не отменяет и первой формулировки. Понимаете, ну, это, то, что церковнославянский язык святой язык, да, это так. Почему он святой? Потому что на церковнославянском языке у нас священное писание, на церковнославянском языке проходит богослужение, а в богослужении все наше православное богословие, все наше православное вероучение. Все это святое? Святое. Вот так. Давайте поговорим о разных редакциях церковнославянского текста. Насколько я понимаю, если взять, допустим, псалтирь, та псалтирь, которую мы сегодня держим в руках, псалтирь на церковнославянском языке, во многом отличается от той псалтири, которую читали в веке XII, скажем так. Да? Вот насколько отличается, какие главные редакции претерпел церковнославянский текст до нашего времени, и с какой редакцией мы сегодня имеем дело? Но я еще раз повторю, что церковнославянский язык – это, по сути дела, история его книжных справ, с одной стороны. С другой стороны, история церковнославянского языка – это история так называемых образцовых текстов. А образцовый текст в применении к церковнославянскому языку – это, конечно, библейский текст. Греческий в нашем случае. Мы говорим сейчас о церковнославянских переводах. Греческий – это оригинальный текст. Да, с него же делались переводы. Да, с него делались переводы. Здесь, конечно, возникает тоже очень много вопросов. Самый главный вопрос заключается в том, что до сих пор не установлен доподлинно оригинал, с которого осуществлялись первые славянские переводы. И поэтому из века в век возникает проблема и вопрос, связанный с греческим оригинальным текстом. Тем не менее, вот если вернуться к разговору об образцовых текстах, о священном писании на церковнославянском языке, то история церковнославянского языка знает несколько таких образцовых библий. Вот вы уже упомянули Геннадиевскую Библию 1499 года, есть Острожская Библия 1581 года, это первая печатная Библия. И есть Елизаветинская Библия 1751 года. Вот именно этим текстом священного писания, который существует в двух основных, ну, скажем так, типах, четьем и служебном, мы Елизаветинской Библией пользуемся до сих пор. Это церковно-славянский перевод священного писания. Как я понимаю, редакция церковнославянского текста происходит до сих пор. Вот совсем недавно я обратил внимание на два молитвослова, которые есть у меня дома. В одном в Акафисте Божьей Матери написано «Радуйся, гобзование щедрот», а в другом «Радуйся, изобилие щедрот». Вот как-то объяснить, кто это сделал? Понятно. На самом деле последняя масштабная системная книжная справа, которая была благословлена высшим священноначалием и, собственно говоря, царем, то есть светской властью, это так называемая Никоновская книжная справа в рамках большой церковной реформы патриарха Никона. Это вторая половина XVII века.
Все мы прекрасно знаем, что Никоновская реформа вообще и Никоновская книжная реформа в частности привели к очень разноречивым, противоречивым последствиям, а главное, к сожалению, породил до сих пор неуврачеванный раскол. Кстати говоря, тоже интересный очень факт, что, конечно, Никоновская книжная справа, она осуществлялась и базировалась она на греческом оригинале. Другое дело, что греческий оригинал по факту оказался греческим текстом, которые были изданы в Венеции в XVII веке. То есть текстус рецептус, насколько я помню. Ну, можно сказать и так. То есть византийский такой извод был. Ну, здесь вопрос неразрешенный, много там вопросов было. То есть вот Никоновская книжная справа – это последнее масштабное исправление церковно-славянского текста. Более таких справ не было. То, что было в рамках подготовки к Поместному собору 1917-1918 годов, была предпринята попытка и исправление редактирования триоди постной и триоди цветной в сторону серьезной русификации церковно-славянского текста. Это по политическим причинам из-за событий 1917 года не получила должной церковной, научной оценки, и поэтому к настоящему времени фактически забыто. Вот вы говорите, при этом вы говорите о замене гобзования на изобилие. Здесь нужно признать, что в определенный момент все мы понимаем, что церковно-славянские тексты не слишком нам понятны. И начинается во многом стихийный процесс, стихийные попытки как-то сделать его более понятным, церковно-славянский текст, прояснить, что-то пояснить. Эти попытки, к сожалению, не носят сейчас системного характера, но отдельные исправления попадают в печатные издания, и отсюда такие разночтения. Хорошо, раз уж мы подобрались к проблеме непонимания церковно-славянского языка сегодня, можно услышать ваше мнение, что с этим делать? Русифицировать эти книги, редактировать или как-то привлекать церковных людей к академическому изучению церковно-славянского языка? Или это должна быть их домашняя подготовка? Или, может быть, все-таки фрагментарно переводить на русский язык? Можно услышать ваше мнение? Конечно, можно. Могу сказать следующее, что, к сожалению, за период почти 40-летний, с середины 80-х годов XX века церковно-славянский язык, как современный богослужебный язык Русской Православной Церкви, не стал достойным объектом научно-исследовательского внимания. И это очень, конечно, печально. К сожалению, в силу драматичности и даже трагичности результатов Никоновской книжной справы очень боятся, и справедливо боятся, редактировать церковно-славянские тексты. Но это на деле оборачивается все больше и большим ветшанием церковно-славянского текста. Он все больше и больше отрывается, это объективный процесс, от русского языка, становится все более и более непонятным. Эта проблема чувствовалась уже как острая в конце XIX – начале XX века. И я уже только что говорила о подготовке к Поместному собору 1917-1918 года. Тогда архиереем в начале XX века были разосланы анкеты о состоянии церковной жизни в Российской империи. Очень интересно, что в этих анкетах не было вопроса о богослужебном языке, но все
до одного епископа написали о том, что проблемы есть и проблемы существенные. И даже предложили пути решения этих проблем. Они действительно могут заключаться в полнейшем отказе от церковнославянского языка в богослужении в пользу русского языка. Этот путь совершенно неприемлемый, поскольку он противоречит церковной традиции вообще, славянской традиции и, собственно говоря, самой природе литургического языка. Есть вариант, связанный с тем, что нужно осуществить полный новый церковно-славянский перевод. Но возникает вопрос, каким должен быть и может быть этот перевод. Здесь надо говорить о том, что это тоже процесс во многом объективный. Если мы сейчас будем что-то исправлять в церковно-славянском языке, мы объективно будем его русифицировать. Только тогда он станет понятней. И здесь встает вопрос о границах русификации. Как исправить церковно-славянский текст в целом или исправить конкретные его слова, словоформы, фрагменты, чтобы он стал понятным, но остался церковно-славянским. А это реально вообще? Теоретически это реально, практически это трудно выполнимая задача. Кроме того, есть путь, связанный с параллельными изданиями. На одной стороне церковно-славянский текст, на другой стороне русский перевод. Билингва, да? Билингва, да. Есть путь, и он кажется в настоящее время наиболее адекватным, наиболее востребованным. Этот путь связан с комплексным комментированием церковно-славянских текстов. По этому пути мы в последние 3 года идем в рамках нашего монастырского и академического проекта «Всегда живой церковно-славянский». Это научно-популярный, научно-просветительский проект. Я являюсь научным руководителем этого проекта, куратором этого проекта является Константин Царильчук. Сейчас в зале находятся непосредственные участники и исполнители этого проекта. Проект пользуется огромной популярностью, он реализуется в разных направлениях, и реализуется он исключительно силами наших замечательных, интересующихся церковно-славянским языком, болеющих за церковно-славянский язык студентов. Комментирование церковно-славянского текста. Комментирование комплексное, богословское, лингвистическое, историческое, литургическое, с использованием святоотеческого наследия, с использованием разноязычных словарей и комментирование простым, доступным языком. И это, как кажется, наверное, единственный сейчас серединный такой путь. А что бы вы порекомендовали человеку, который только-только пришел в церковь, и ему непонятен церковнославянский язык? Вот с чего начинать? Купить азбуку церковнославянскую, да, учебник по церковнославянскому, если да, то какой? Или, может быть, просто часто ходить в храм, чтобы уши постепенно навыкали к этим словам? Или, вот, допустим, псалтирь, да, многие спрашивают, как начинать читать дома псалтирь, на русском или на церковнославянском, или чередовать как-то? Ну, на самом деле, с одной стороны, здесь все индивидуально, с другой стороны, конечно, важен навык. Навык, нужно постоянство, нужна система. Конечно, изучать, особенно сегодня, познавать, особенно сегодня церковнославянский язык, начав это с покупки учебника церковнославянского языка, не надо. Как кажется, лучше всего поступать следующим образом:
купить, приобрести, да, себе, допустим, ту же псалтырь с параллельным церковно-славяно-русским текстом. Как, вот, например, псалтирь Бирюковых, да? например, вот так. такое, да. Например, так. И тут еще что важно, все-таки перед службой, это можно рекомендовать даже священнослужителям и мирянам тоже, все-таки заранее пытаться знакомиться с теми текстами, которые будут там прочитаны, будут спеты и так далее, и так далее, и так далее. Но, допустим, понятно, что священное писание людям привычнее читать в русском синодальном переводе. В этом нет ничего плохого. Наоборот, это хорошо хотя бы потому, что русский синодальный перевод – это единственный перевод на русский язык Священного Писания, который благословлен высшим церковным начальством. Да? Ну вот как-то так. Понимаете, изучать грамматику церковнославянского языка можно и даже нужно. Но церковнославянский язык надо полюбить, нужно прочувствовать церковнославянский язык. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, нужно вникнуть в основы православного вероучения. Нужно для начала понять, зачем человеку ходить в храм. Для чего он молится, что такое Евхаристия, что является, ну, собственно говоря, Евхаристия является центром жизни православного христианина. И, конечно, надо признать, что проблема церковнославянского языка – это не совсем проблема языковая, это проблема церковного благочестия в принципе. Если человек не понимает, что происходит в храме в тот или иной момент, ему неинтересно, трудно понять, что читается и поется. Это вот очень важно. И здесь надо признать, и это доказано многочисленными попытками, что переход гипотетически, не дай бог, на русский язык в богослужении ничего существенным образом не изменит, поскольку, еще раз повторяю, человек должен вникнуть в церковную жизнь, в ее суть. А точно ли святые отцы, пиша тексты для богослужений, писали для всех вообще рядовых прихожан? Например, ямбический канон Иоанна Дамаскина на Рождество Христово – это точно для всех? Это большой вопрос, поскольку, конечно, как бы свидетельств о том, для кого, для какой, как говоря современным языком, целевой аудитории создавали свои величайшие произведения талантливейшие, выдающиеся гимнографы, да, Иоанн Дамаскин, преподобный Иоанн Дамаскин, святитель Андрей Крицкий и так далее, конечно, мы не можем об этом говорить. То, что, конечно, это поэзия, то, что поэзия, она понимается не сразу, в нее тоже надо как-то вникать, это безусловно. Кроме того, мы об этом упоминали сегодня, и я повторю это еще раз. Мы должны понимать, что церковнославянский язык – это язык переводов, это так называемый язык реплика. Безусловно, оригинальная, например, гимнография, оригинальные каноны, да, они были на греческом языке. Они писались в свое время, они писались в своем месте, многие из них писались, немногие, все, они писались в определенных исторических, политических, социально-общественных условиях. И поэтому, будучи переведенными на церковно-славянский язык, они, конечно, что-то потеряли в смыслах, что-то, наоборот, там было добавлено, чего не было в оригинальном тексте. И здесь тоже такой вопрос, такая проблема, носит серьезный характер.
Конечно, богослужебные тексты, многие богослужебные тексты, они изначально писались не совсем как тексты литургические. Они писались как тексты художественные, как тексты, скажу корректнее, как тексты с мощным художественным содержанием, с какими-то компонентами, с философским каким-то компонентом и так далее, и так далее, и так далее. В них, в текстах очень много конкретного, например, там, связанного с военной терминологией. Поэтому, конечно, вот о целевой аудитории говорить очень сложно. То есть некоторый культурный барьер, культурная трудность тут есть, ее нужно преодолеть. Безусловно. А можно еще насчет художественного значения церковнославянского языка? Ведь это очень красивый язык. И иногда вот, когда меня спрашивают, русский или церковнославянский, я говорю, ну вот посмотри, как лучше. «Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою», или «Господи, открой мой рот, и мой рот возвестит Тебе хвалу». Даже, я не знаю, как перевести «возвестит Тебе хвалу». Да. Вот об этом, если можно, несколько слов. Ну, нужно сказать, что вот если мы говорим о гимнографии на церковнославянском языке, то это, безусловно, художественная литература. Это художественные произведения высочайшего уровня. И я все время говорю студентам, что, как и любая художественная литература, любое художественное произведение, они обладают двумя основными ведущими признаками. Это образность и особого рода вымысел. То, что церковнославянский язык и произведения на нем являются произведениями возвышенного регистра, это безусловно. То, что это создает определенный эмоциональный, молитвенный настрой, это тоже безусловно. Не случайно в русской литературе, как и во всех остальных славянских литературах, существует такая большая, очень плодовитая традиция, связанная с переложением текстов текстов литургических на поэтический язык. Мы упоминали Ломоносова Михаила Васильевича, Гавриила Романовича Державина, Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Андреевича Крылов и так далее, и так далее, и так далее. Они, например, там перекладывали на русский язык, адаптировали в художественной форме псалмы. Это очень интересно. И до сих пор существует духовная поэзия, в том числе с музыкальным сопровождением. Она продолжает вот эту традицию религиозной поэзии. Существует ли подобная ситуация в других поместных церквах? Какие-то церкви поместные служат на мертвом языке? Вот, допустим, греческая церковь, она служит на византийском тоже мертвом языке или все-таки на современном разговорном? Грузинская? Значит, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что в церкви нет устно-разговорного языка. Это невозможно. Как только мы сталкиваемся с богословием, как только мы сталкиваемся вот с вероучением, мы во многом неосознанно начинаем создавать язык богослужебный. Я могу сказать, что вот русский синодальный перевод XIX века на русский язык. Большой ошибкой считать будет, что это перевод на русский язык того времени, на разговорный русский язык. В ходе создания русского синодального перевода святитель Филарет Дроздовский со своими соратниками, по сути дела, параллельно создают так называемый богослужебно-русский язык. Поэтому, конечно, вот такое замечание. Когда мы говорим о положении с богослужебными языками в разных поместных церквах, мы, конечно, сталкиваемся с разным.
положением. И положение в Русской Православной Церкви можно охарактеризовать как срединное, как золотое, как царское. Русская Православная Церковь надежно хранит свой литургический язык. Если мы говорим, например, о Сербской Православной Церкви, то там сложилась такая вариативная ситуация, в которой приходом разрешается служить либо на сербском языке, либо на церковно-славянском языке, либо совмещать эти два языка. Совмещение оборачивается чем? Тем, что то, что читается по-сербски, то, что поется по-церковно-славянски. Вот там ситуация, например, такая. Так, а греки, они на византийском? Нет, конечно, греки с течением времени развили свой богослужебный язык. Греки, в общем-то, довольно трепетно тоже относятся к своему богослужебному языку. Но, тем не менее, я еще раз повторяю, богослужебный язык нельзя воспринимать как язык застывший, как музейный экспонат. Он живой, он развивающийся. И даже наш церковно-славянский язык, и это показывают молитвословия, так в широком смысле скажу, прославляющие новомучеников и исповедников Церкви Российской XX века. Язык церковно-славянский вот в этих текстах он развивается, поскольку гимнографы новейшего времени сталкиваются с необходимостью отражать реалии советского времени. Разумеется, подобных слов нет в церковно-славянском языке, в традиционном, и гимнографы ищут какие-то выходы, таким образом развивая церковно-славянский язык. Интересно. Друзья, подключайтесь, пожалуйста, к разговору. Можно задать вопрос, поднять руку, и к вам подойдет наш сотрудник с микрофоном. Пожалуйста, не стесняйтесь. Все бесплатно. Да, пока вы думаете, я посмотрю вопросы из Ютуба. Вот спрашивают, подскажите, пожалуйста, буква ЗИЛО – это славянская буква или греческая? Буква ЗИЛО по происхождению является греческой буквой. На самом деле те буквы, которые были у греков, легко узнаваемые. Большинство букв, нет, скажем так, я по-другому сформулирую. Все буквы, которые были у греков, они имеют числовое значение. Вы знаете, что в церковной среде пользуются так называемой буквенной цифирью. Буква, наверху знак титла, и это уже не звук, «з», если мы говорим о букве ЗИЛО, а это число, цифра, 6. Буква ЗИЛО, она у нас от греков. От греков. Хорошо. Так, я вижу, кто-то взял в руки микрофон. Или это так просто? Побаловаться, да? Да? Понятно. Спрашивают, вы преподаете древнегреческий язык по Рейхлину или по Эразму Роттердамскому? Ну, наверное, такое высобирательное. Я древнегреческий язык не преподаю. На самом деле это действительно это две разные традиции, две разные практики, и они в преподавании греческого и древнегреческого языка они совмещаются, то есть студентов, и не только студентов, знакомят и с той, и с другой традицией. Я просто от себя спрошу еще, то, как современные греки произносят эти слова, все-таки это ближе к Рейхлину, насколько я понимаю? Да, это да. Просят указать какие-то хорошие переводы псалтири на русский язык. Какие вы порекомендуете? Ну, вообще, конечно, вот очень неслучайный вопрос именно про псалтырь. Псалтырь – это самая любимая русскими людьми библейская книга.
самая любимая, самая самая такая принятая, да. Псалтырь – это действительно книга, которая активно используется в православном богослужении. На псалтырь очень много всяких отсылок в церковных службах, да. И действительно существует большое количество переводов псалтыря на русский язык. Ну, самый известный – это, конечно, перевод псалтыря в составе русского синодального перевода. Кроме того, очень хороший перевод псалтыря на русский язык, который осуществлен с греческого языка, это перевод Павла Юнгерова. Вот его бы, наверное, я посоветовала. Есть действительно переводы брата и сестры Бирюковых, есть перевод поэтический, с одной стороны, с другой стороны, научный, Сергея Сергеевича Аверинцева, академика. Но у него не все псалмы, по-моему. Не все псалмы избранные псалмы, тем не менее, это интересный перевод, с ним тоже как-то можно ознакомиться. Переводов много, они существуют, но два бы я посоветовала: русский синодальный и Павел Юнгеров. Спасибо. Есть у нас вопросы? Да, кажется, уже кто-то созрел. Да. Да. Просто говорите. А не подскажете, а в Москве есть такая возможность где-то попасть на курсы церковно-славянского языка? Поизучать? Да, курсы церковно-славянского языка, конечно, есть в Москве. И на самом деле есть много разных курсов и очных. Сейчас довольно развит онлайн вообще и связанный с церковно-славянским языком в частности. Но, разумеется, я не могу вас всех не пригласить на те курсы, на те беседы, которые проводятся в Сретенском монастыре в рамках нашего проекта «Всегда живой церковно-славянский». Мы просто и непросто рассказываем о церковно-славянской грамматике. Я думаю, что если есть такое желание, мы можем сделать более развернутый курс, поскольку... Да, мы его... Спасибо большое, мы его осуществим, реализуем. Да, да, кстати, в Ютубе тоже благодарят за проект «Всегда живой церковно-славянский». Да. Почти 3 года реализуется. Очень интересный проект. И действительно, я хочу поблагодарить всех студентов, которые участвуют в этом проекте. Давайте маленькую рекламу сделаем. Чем занимается этот проект? В чем суть? Проект «Всегда живой церковно-славянский» в доступной форме популяризирует, по-другому нельзя, церковно-славянский язык, церковную книжность. Мы занимаемся медленным, вдумчивым чтением церковно-славянских текстов, с одной стороны. То есть это один формат. Второй формат – мы готовим небольшие научно-популярные заметки по истории церковно-славянского языка и русского языка. Мы занимаемся комментированием самых распространенных, самых частотных церковно-славянских текстов, и соответствующие заметки публикуем на сайте православия.ру. Кроме того, нами был подготовлен и опубликован один сборник из серии «Всегда живой церковно-славянский». К печати уже подготовлен второй сборник, и на стадии окончательной сборки находится третий сборник. То есть это разные форматы, направленные на популяризацию и сбережение церковно-славянского языка. Спасибо. У нас есть вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Уважаемая Лариса Ивановна, хочу вас поблагодарить за очень интересную лекцию, за историю церковно-славянского языка и концепцию развития. Меня все очень интересует, то, что касается славянского языка. И вот в чем суть моего вопроса. Я являюсь чтецом-уставщиком в храме.
Соответственно, что я уже много лет читаю на клиросе богослужебные тексты. И у нас в храме приветствуется так называемый быстрый читок. То есть считается, что я хороший чтец, грамотно читаю. Ну, это касается ударений, там, пунктуации и смысловой нагрузки. Но на самом деле мне даже стыдно об этом сказать, я совершенно, вот я читаю тексты, но я не понимаю, о чем я читаю. Вот в этот пост я взяла на себя такую как бы задачу немножко более глубже вникнуть в это все, потому что, ну, как бы и стыдно, ты читаешь и не понимаешь, о чем. Вот. И в то же время я с вами согласна, потому что у нас народ религиозно неграмотный, и вот люди приходят в храм, и они даже не понимают, что происходит. И в то же время на чтеца, вот, как сказать, большая ответственность накладывается, потому что считается, что чтец – это проповедник. Когда ты читаешь, за тобой люди молятся. И вот когда ты такой чтец, который, ну, как бы априори ничего не понимаешь, ну, или мало что понимаешь, я бы хотела вот, как сказать, досконально изучить, вникнуть в это, чтобы соответствовать тому, чем я занимаюсь, да? Вот. Как вот вы посоветуете, с чего начать? Вот есть онлайн, конечно, всякие занятия, курсы и разная литература методическая. Все-таки хотелось бы очень глубоко вникнуть в это, потому что мне нравится богослужение, мне нравится вникать в эти тексты. Вот. Но, к сожалению, я вот плохо понимаю. Вот как бы вот мне изучить это все? Ну, я еще раз повторяю, здесь, конечно, очень помогают вот эти параллельные тексты, да, что церковнославянский текст и русский перевод. Конечно же, безусловно, нужно изучать азы церковнославянской грамматики, нужно читать святых отцов и толкование святых отцов на очень многие гимнографические и библейские тексты, конечно же. И, понимаете, действительно, чтец, на нем действительно высочайшая ответственность. Чтец, если так, ну, с одной стороны грубо, с другой стороны точно говорить о том, что чтец – это транслятор Слова Божия. Конечно, это действительно высочайшая ответственность. И церковнославянское чтение, его качество, оно, конечно, очень многое значит, как и качество церковного пения, да? И на самом деле от качества церковного пения и чтения зависит в определенной степени, в большой степени понимание молящимися, находящимися в храме церковного языка. И проблема церковного чтения – это проблема тоже такая серьезная, проблема комплексная. Ну, честно говоря, ну, в силу того, что я занимаюсь вот непосредственно церковным славянским языком, а не церковным чтением, хотя понятно, что все основные механизмы, алгоритмы мне известны, в эту проблему глубоко я не вникала, но я считаю, что в нее нужно вникнуть, и опять-таки некоторые первые шаги нами здесь, вот в Сретенской духовной академии, в этом году сделаны. И я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении. Мы очень надеемся, я говорю это не для красного словца, что вот вы, например, нам тоже в этом поможете. Мы вам, безусловно, поможем, и вы нам поможете, потому что я действительно считаю, что церковное чтение является чрезвычайно важным, в том числе и прежде всего, конечно, для будущих церковнослужителей и священнослужителей. Вот. Понимаете, я все время говорю, что, конечно, церковнославянский язык, чтобы его понимать, его прежде всего, конечно, надо очень-очень любить. Это очень эмоционально, это очень иррационально, но если попробовать, то получится полюбить церковнославянский язык. Спасибо. Кто-то еще хотел? Да, пожалуйста. Добрый вечер. Я также хотела вас поблагодарить за проект «Всегда живой церковнославянский», потому что я им пользовалась на практике. И просьба, чтобы было побольше там организовано практических встреч, потому что они очень полезны и интересны.
А вопрос у меня немножко прошу прояснить вот по поводу объединения славянских народов через церковно-славянский язык. Вот я, насколько я поняла, что если я попаду на богослужение в сербскую церковь, я там что-то услышу и пойму, да? А вот другие народы, там вот болгарская церковь, Чехия, ну, я поняла, что в греческой церкви я ничего не пойму. Ну да, на самом деле, смотрите, действительно, вообще здесь такой разговор, такой тезис. Считается, что славянские языки, и современные, и древние, это единственная группа языков в мире, которые максимально близки друг к другу. И если человек знает хотя бы один славянский язык, он без особых серьезных усилий способен освоить и понять что-то на другом славянском языке. Это во-первых. Во-вторых, вот когда я говорила о ситуации в Сербии, в сербской церкви, она точно такая же ситуация, только она, конечно, чуть-чуть потрагичней. В Болгарии. Дело в том, что все мы прекрасно знаем исторический факт, что сербы и болгары долгое время находились под турецким османским игом. И получилось так, на рубеже 18-19 веков, что у сербов и болгар просто физически иссякли церковные книги их богослужебного извода. И они обратились в Российскую империю, к Русской Православной Церкви, чтобы им, в общем-то, доставили богослужебные книги. И с этого времени в Сербии и Болгарии служат по нашим богослужебным книгам, то есть на церковно-славянском языке, если он, вот, как я вам говорила, используется. И понимаете, конечно, при определенном, не слишком большом усилии в Сербии и в Болгарии вы поймете, что читается и поется в храме. Хотя, конечно, все-таки тоже надо признать, что несмотря на провозглашаемую вариативность и в Сербии, особенно в Болгарии, все-таки предпочитают службу на национальном языке, либо на сербском, либо на болгарском. Вот так. Понятно, что все-таки какие-то все равно различия между языками славянскими существуют. На самом деле славянские языки были максимально близки друг к другу вплоть до 14-15 веков, а потом они начали по так называемым экстралингвистическим, нелингвистическим причинам расходиться. Это причины политические, религиозные, экономические и так далее, и так далее. Хотя, я еще раз повторяю, церковнославянский язык – это церковнославянский язык и старославянский язык, как предок церковнославянского языка. Это, конечно, мощный консолидирующий инструмент, который призван объединять славянские народы. И, в общем-то, со своей этой целью он довольно успешно справлялся и справляется. И еще раз я повторю, что церковнославянизмы – это стержень русского языка, и без этого стержня русскому языку пришлось бы совсем тяжело. А все-таки русский язык, несмотря на то, что его сильно расшатывает, он держится, и держится он церковнославянизмами. Может быть, как никакой другой язык. Спасибо. Есть? Пожалуйста. Можно говорить? Вот в контексте с предыдущими вопросами. Было в 2005 году издание, название такое, «Церковно-славяно-русские паронимы», к словарю, да, это составитель Ольга Седокова. Вот, по идее, очень бы помогало в помощь к пониманию
вообще-то вот чтецам церковнославянских текстов, наверное. Конечно. Этот словарь церковнославяно-русских паронимов, он тоже пережил несколько изданий, 3 издания он пережил. Его действительно автором является Ольга Седокова, филолог, очень грамотный филолог, хорошо знающий церковно-славянскую традицию, хорошо ориентирующийся в греческом языке. И словарь этот действительно хороший. Но этот словарь недостаточный в том смысле, что в нем перечислены только те слова, которые в русском и церковно-славянском языке звучат одинаково, но обозначают разное. Например, русский теплый – это не горячий, не холодный, а церковно-славянский теплый – это очень горячий. Или красный – красивый. Или, извините, понос – это в церковно-славянском языке, конечно, позор. Да, в русском языке это что-то другое совсем. Вот. Поэтому, конечно, словарь Ольги Седоковой, он хороший словарь, и им можно и нужно пользоваться. А там вот, не знаю, как в других изданиях, в том издании, что хорошо, там на каждое это слово по несколько цитат из разных текстов. И очень это чтение само по себе очень интересное. И содержательное, полезное тоже. Да. Очень. Кстати, мне знакомо только вот одно издание, это 5-й год. Наверное, что-то, другие, наверное, более полные эти издания следующие, наверное. Нет, на самом деле они не отличаются какими-то дополнениями, но вот 3-е издание – это 2022 год. 2022 год, как оно называется? Как называется? Точно так же. Церковнославяно-русские паронимы. Да, точно так же называется. Да. Интересно. Да, значит, еще вопрос по истории. Значит, вот книга «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Там вопрос о происхождении и авторстве был такой очень проблематичный. Что вы можете сказать об этом? Понимаете, конечно, надо признать, что византийская письменность и древнерусская письменность, как и вообще, ранняя древняя письменность, литература, это прежде всего литература не авторская, а анонимная. И, конечно, с авторством, с усвоением авторства тому или иному произведению всегда возникают в подобных случаях большие проблемы. Но в данном случае, в случае со словом о законе о благодати, вроде бы с авторством каких-то уже на данном этапе серьезных разночтений нет. Это действительно митрополит Иларион, который, конечно же, прекрасно знал византийское красноречие, ориентировался на византийские слова, таких хвалебные, на византийскую проповедь. И вот он написал такое прекрасное произведение, такое прекрасное слово, в котором прославлял молодую, православную Русь, в котором очень доходчиво говорил о том, чем закон отличается от благодати, приводил многочисленные примеры, дословные в пересказе из Священного Писания. И это, безусловно, один из первых, чем для нас это очень ценно, один из первых памятников церковно-славянской письменности, таких вот масштабных, ярких и очень-очень талантливых. Да, это одно из первых произведений древнерусской художественной литературы. Гомилетического искусства. Конечно, гомилетического. В смысле, где-то, читал я, что, острота этого вопроса, что, среди наших церковных деятелей такого уровня книжника не могло быть, которые бы владели тогдашним языком.
Да, а, допустим, это могло, такой уровень книжности был только у греков. Тогда Митрополит Кирилл уже не был славянин. так вот, но грек не мог знать, он не мог владеть до такой степени тогдашним славянским языком. Вот в этом смысле, что это вот придает такую загадку вроде как этому происхождению. Да, безусловно, я с этим соглашусь, но у нас еще есть один совершенно уникальный пример, связанный с творчеством, с наследием, с деятельностью преподобного Максима Грека, который прибыл на Русь, не зная вообще ни русского, ни церковнославянского языка, и внес бесценный вклад в историю церковнославянского языка и в церковнославянскую грамматику. Да, безусловно, греческий язык в любом случае от славянских языков, в том числе от церковнославянского, отличается значительно. С этим связано много вопросов, проблем перевода, греко-славянского перевода, но понятно, я говорю, что существуют разные мнения, и в силу того, что этот памятник очень раннего древнерусского периода, здесь мы достоверно, конечно, мало что можем говорить. Поэтому то, что это прекрасное произведение, и то, что оно написано с большой любовью к русской церкви и к Руси, и к правителям Руси, крестителю Руси, князю Владимиру, это безусловно. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Спасибо. Здесь есть вопросы более жизненные у нас. Да. Народ интересуется. Нецензурные слова были в истории церковнославянского? Нецензурных слов в истории церковнославянском языке, конечно, не было. Почему? Потому что, повторяю еще раз, это книжно-письменный литературный язык. А так называемая ненормативная, нецензурная или обсценная лексика – это, конечно, не зона литературного языка. При этом, раз уж такой вопрос возник, я хочу сказать, что, к сожалению, это, конечно, совсем не комплиментарно по отношению к нам. Эти слова, они были в славянских языках, и они не являются тюркскими заимствованиями. Это не монголы, татары виноваты в том, что у нас есть такие слова. Это очень древняя, к сожалению, славянская лексика. А правда, что это лексика из языческих ритуалов древних? Скажем так, по большей части да. И такой большой массив этой лексики связан с эвфемизмами, связан с тем, что было много социальных запретов, социальных, прежде всего социальных запретов на прямое называние чего бы то. В частности, того, что связано с человеческой физиологией. Спрашивают, знакомы ли вы с переводами богослужебных текстов отца Георгия Кочеткова? Что бы вы могли сказать о них? Я думаю, что каждый, кто так или иначе интересуется судьбой литургического языка, знаком с переводами, осуществленными под руководством священника Георгия Кочеткова. Да, я с этими переводами тоже, конечно же, знакома. Эти переводы, они охватывают, в общем-то, весь богослужебный фонд нашей церкви. Они, конечно, очень неоднородные, они имеют разное качество, безусловно, содержат, к сожалению, искажения православного вероучения, в том числе и догматического. Но я обращаю сейчас внимание вот на что это не просто переводы, это те переводы, на богослужебном использовании которых настаивает отец Георгий Кочетков и его соратники.
То есть, ну, собственно говоря, это некая такая совершенно неприемлемая для нас альтернатива церковно-славянскому богослужению. Вот это надо понимать. Так, еще раз повторяю, переводы очень разного качества, они существуют, они постоянно обновляются, и с ними можно ознакомиться и понять их сильные стороны и многочисленные слабые стороны. Спасибо. Да, пожалуйста. Мне подарили замечательное издание, праздничное, подарочное, из Свято-Елизаветинского монастыря женского в Беларуси. И когда я дома раскрыла, меня поразила такая вещь. Я открыла Евангелие, молитва слов, День святых апостолов и Евангелие. А все книги были напечатаны на церковно-славянском языке, кроме Деяний святых апостолов. И когда я обратилась, я сказала: простите, не могли бы вы заменить на церковно-славянский? Там дальше пошло предложение, и сказали: нет, не можем, весь тираж отпечатан по-русски. А вообще можно достать Деяния святых апостолов на церковно-славянском? Ну, безусловно, конечно. Безусловно. Почему же они не включили в подарочное издание? Ведь читаешь даже когда по-русски, сердце трепещет, думаешь, вот апостол Павел, вот читал бы и не останавливался бы. А я представляю на церковно-славянском, как было бы, вообще ночь не спал. Ну, на самом деле, тут просто еще тоже надо иметь в виду следующее, что существует, конечно, русский перевод, то есть перевод на русский язык, а существует издание церковно-славянский просто гражданским русским шрифтом. Гражданский русский шрифт, он был введен Петром I. Долгое-долгое время он, конечно, использовался только в светских изданиях, а в советское время в связи с тяжелой ситуацией, в связи с тяжелым положением Русской Православной Церкви, гражданский шрифт был введен и в богослужебные книги. Конечно, я призываю всех читать по-церковно-славянски на церковно-славянской буквице. Но здесь вот просто надо посмотреть, это русский перевод или это просто церковно-славянский текст, но русским гражданским шрифтом. Но здесь еще, и при этом еще надо сказать о том, что, конечно, апостольские чтения, вот апостольский корпус, это, конечно, тексты наиболее непонятные современным верующим. Это действительно так и есть, поэтому, может быть, по этим причинам или по каким-то еще. Но трудный вопрос, просто действительно не знаю. Спасибо. Есть вопросы? Нет, да, пока? Вот спрашивают, из Сербии нам пишут: в сербской православной церкви пользуются русской редакцией, но читают и ударения поставляют по сербской редакции. Насколько это считается правильно? Ну, вы знаете, это сложно оценить, как правильно и неправильно. Мы сегодня несколько раз уже, конечно, к этому обращались. Это, вот, понимаете, это такие объективные процессы, которые довольно сложно оценить, тем более отрицательно оценить, и их невозможно остановить. Да, конечно, сербский язык отличается от русского. Да, конечно, церковно-славянский язык, русская редакция, извод старославянского языка отличается от сербского извода старославянского языка. Поэтому какие-то, они там ставят свои ударения, они делают более сербскими какие-то морфологические формы. Оценить это довольно сложно, как отрицательно и вообще непросто. Тут еще и фонетическая проблема. Безусловно. Как-то произносить. Безусловно. И вот спрашивают, правильно ли я понимаю, что Кирилл и Мефодий создали только азбуку языка, который не имел письменности, но при этом эта азбука послужила основанием для создания нового языка? Нет, не точно. Совершенно очевидно, это факт, зафиксированный в разных письменных источниках.
Величайшая заслуга святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия заключается в том, что они создали особый, отдельный старославянский язык. Именно язык. И на этот старославянский язык они перевели греческие богослужебные книги. Считается, что Кирилл и Мефодий и их ближайшие ученики, соратники перевели сразу же с греческого языка на старославянский, конечно же, Евангелие апокрифос, то есть богослужебное Евангелие по зачалам, богослужебный апостол тоже, естественно, по зачалам, псалтырь и важнейшие церковные службы. Это язык, это особенный старославянский язык. Но любой язык должен иметь графическую основу. И графической основой старославянского языка, мы с этого начали наш разговор, была либо глаголица, либо кириллица. Да, пожалуйста. Разрешите, пожалуйста, еще один вопрос задать. Возможно ли интеграция церковнославянского языка в русских школах с 5 по 11 класс вместе с русским? Ну, знаете, это вот, для меня бы это было бы идеальным решением, идеальной ситуацией, но это вопрос такой очень-очень-очень сложный. Понимаете, если бы в школах изучалась бы история русского языка в доступном для школьников формате, это было бы совершенно прекрасно. Если бы в вузах изучалась бы на хорошем уровне история русского языка, гармоничной частью которой является церковнославянский язык, это бы тоже было великолепно. Насколько сейчас это можно сделать, насколько это не фантастично, мне сложно сказать. Но при этом здесь очень многое, конечно, зависит от конкретного учителя, которому никто не мешает ответить на какие-то любопытствующие вопрошания ученика. Вот так. Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Лариса Ивановна. Здравствуйте. Огромное спасибо вам за прекрасную лекцию. Скажите, пожалуйста, историк или филолог мог бы вести такой предмет? Это мог бы быть предмет или факультатив? Мне очень интересно, вот я учитель, хочу понять. Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Я еще раз хочу сказать, повторить, я бесконечно люблю церковнославянский язык и бесконечно люблю историю русского языка. Я, конечно, считаю, что подобный предмет в школе мог бы преподавать учитель русского языка и литературы прежде всего. Это было бы абсолютно правильно. И да, этот предмет мог бы быть факультативным. Только я еще раз повторяю, я очень активно занималась школьным образованием последние 4 года. Наши идеальные представления и какие-то пожелания могут столкнуться с жесткой школьной действительностью, которая не позволит нам это сделать системно. Вот. И здесь, конечно, в вашем вопросе есть вот это вот такое зерно. И зерно это связано с тем, что, к сожалению, в педагогических вузах, в классических университетах в последнее время очень мало уделяется внимания историческим дисциплинам в широком смысле слова. Все-таки сейчас это пытаются восстановить, но я еще раз говорю, это было бы совершенно замечательно, хотя бы в рамках факультативных дисциплин. Есть, конечно же, вы все прекрасно знаете, есть вот эти в школе дисциплины, не дисциплины, предметы, основы религиозной культуры и светской этики, основы духовно-нравственной культуры народов России. Может быть, в рамках этих предметов
подобные сведения были бы уместными. Вот. Так. Но я знакома с большим количеством, конечно, учебников русского языка, и в них либо недостаточно сведений по истории русского языка, совершенно недостаточно, либо они, к сожалению, излагаются с ошибками. Это тоже есть. Спасибо вам большое, Лариса Ивановна, за эту беседу. Вы говорили сегодня, что основа успешного изучения церковнославянского языка – это любовь к нему. Вот, конечно же, от таких бесед ваших эта любовь и интерес просыпаются. Спасибо и вам, и вашей команде за ваши труды. Помоги Бог. Спасибо вам.